первом квартале 2021 года у россиян может появиться возможность самостоятельно выбирать, какой из вакцин прививаться от COVID-19. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Сейчас россияне могут выбрать между двумя препаратами – «Спутник Ви» и «Эпивак Корона». При этом Голикова добавила, что у россиян уже есть возможность сделать прививку второй вакциной против коронавируса, так как препарат «Эпивак Корона» в небольших партиях уже вышел в гражданский оборот, и эта вакцина направляется во многие российские регионы. Список операций с деньгами, попадающих под контроль финансовой разведки, расширится с 10 января 2021 года. В тот день начнут действовать поправки в антиотмывочный закон номер 115. Таким образом, власти страны сократят возможности для налоговых уклонистов обходить существующие нормы, смогут уменьшить долю теневой экономики и повысить собираемость налогов, что актуально в условиях возросших госрасходов в ответ на удар пандемии COVID-19 по экономике. Среди операций, которые в январе власти возьмут под контроль, будут почтовые переводы денежных средств на сумму от 100 тысяч рублей и возврат неистраченных авансов за сотовую связь от той же суммы. Также станут отслеживаться ставки в азартных играх и операции с наличностью свыше 600 тысяч рублей, подчеркивают эксперты. И отмечают, что тотальной проверки не будет, но случаи с большой вероятностью нарушений попадут под пристальный контроль Росфинмониторинга. Все работодатели в 2021 году обязаны повысить заработные платы согласно Трудовому кодексу России. Размер индексации зависит от индекса роста потребительских цен на товары и услуги. Повысить зарплаты должны и те работодатели, у которых кто-то из сотрудников получает меньше величины минимального размера оплаты труда. Государственные и местные органы власти и учреждения индексируют заработные платы согласно трудовому законодательству и иными нормативными актами. Другие работодатели согласно коллективным договорам и соглашениям. Наличие таких договоров с прописанным порядком индексации зарплат проверяют сотрудники налоговой службы. Вместе с тем, констатируют эксперты, по факту индексация в коммерческих организациях не делается и даже не прописана в договорах. Меры дальнейшей поддержки российского бизнеса на фоне пандемии будут зависеть от ситуации, экстренных планов в настоящее время нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что любой кризис имеет очищающее воздействие. Остаются жить наиболее рентабельные и гибкие в плане сокращения издержек предприятия. Песков добавил, что правительство работает над созданием новых рабочих мест. Для стимулирования малого и среднего бизнеса есть целый ряд структур, сказал пресс-секретарь президента. В связи с этим власти не видят необходимости в экстренной поддержке. В общей сложности меры по спасению экономики в условиях пандемии и вызванного ей кризиса обошлись России в 4 триллиона рублей. В основном деньги были направлены на укрепление системы здравоохранения, поддержку граждан и бизнеса, а также на сбалансирование региональных бюджетов. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о продлении программ льготного лизинга и автомобильного кредитования до конца 2023 года. Они распространяются на семейные легковые автомобили, грузовики малой мощности и тягачи, произведенные или собранные в России, напомнил глава правительства. В уходящем году Министерство промышленности и торговли реализовывало сразу две программы льготного автокредитования – первый автомобиль и семейный автомобиль. Летом в них допустили работников государственных медицинских учреждений, семьи с одним ребенком и граждан, сдавших свои автомобили старше 6 лет по программе «Трейд-ин». В льготный лизинг автомобили можно взять по программам «Свое дело», «Российский тягач» и «Льготный лизинг». По итогам 11 месяцев 2020 года при государственной поддержке в России было реализовано более 256 тысяч автомобилей. Из них 199 тысяч граждане приобрели за счет льготных автокредитов. Бюджет программы в уходящем году составил 20 миллиардов 700 миллионов рублей.